действительно сегодня такое очень важное событие, одно из мероприятий, которое открывает, так скажем, начало мероприятий, посвященных 145-летию образования самостоятельной якутской епархии. Именно столько лет прошло с того момента, и начинается цикл этих мероприятий, который в 2015 году отмечается с научно-практической международной конференцией, которая посвящена святителю Иннокентию Вениаминову, первому архиерею, который много трудов приложил для того, чтобы эта епархия, как самостоятельная такая управленческая единица, здесь начала быть. И вот об этом в основном, да, будем говорить о святителе Иннокентии, который не только в этом вспоминается, что он, да, образовал самостоятельную якутскую епархию, который посвятил много своих трудов, много здоровья, да, и даже будучи уже митрополитом московским и коломенским, да, занимая такой высокий духовный пост, много времени и внимания посвящал развитию якутской епархии, и духовенству, и пастве, которая здесь находилась. И поэтому сегодня мы собрали докладчиков, гостей, не только из Якутии, естественно, это ученые наши местные, которые занимаются деятельностью святителя Иннокентия в разных аспектах его деятельности, потому что он был и этнографом, и переводчиком, да, и священнослужителем, то есть настолько разнообразной его деятельности, такое большое наследие он оставил, и трудов большое количество, которые до сих пор не изучены как следует. И вот поэтому сегодня мы пригласили ученых из Москвы и из-за рубежа для того, чтобы поговорить об этом труженике, который сделал очень многое для народа Якутии. И надеюсь, что и резолюция по окончании конференции, которая будет принята, и дальнейшие совместные какие-то труды и мероприятия, которые будут посвящены еще этому ученому и священнослужителю, они вот оставят такую добрую память и позволят многим, кто еще не соприкасался с его наследием, вот окунуться в это и почувствовать ту духовную связь с тем временем, когда здесь пребывал святитель Иннокентий на Якутской кафедре. По приглашению владыки Романа, епископа Якутского и Ленского, я приехала для участия в конференции, посвященной святителю Иннокентию. Вот как бы в течение, уже последних, наверное, 40 лет мы с особой радостью говорим о святителе Иннокентии, потому что он был прославлен в лике святых в 70-е годы 20-го столетия. И, конечно же, все мы возрадовались тому, что действительно, в общем-то, имя его, труды его были по-настоящему, по достоинству оценены и Русской Православной Церковью, и Русской Православной Церковью за рубежом, тогда еще зарубежной. И, конечно же, когда поступает такое приглашение, отказаться просто невозможно, потому что для всех нас и для всех народов Сибири и Дальнего Востока, для алеутов и аляскинцев, для москвичей имя святителя Иннокентия особое, оно особо сияет, оно особо значимо, потому что после того, как он, в общем-то, 40 лет практически своей жизни отдал просвещению народов Дальнего Востока, Сибири и Якутии, он оказался на Московской кафедре и многое сделал для пасторского служения, потому что именно опыт служения в Якутии и в Якутске подвиг его создать совершенно уникальное миссионерское общество, которое отправляло просвещать народы Сибири и где переводились на языки народов тексты Священного Писания. То есть он стал одним из тех, кто продолжил подвиг Стефана Пермского, переведя на якутский язык тексты Священного Писания, опубликовав их. И, конечно же, святитель Иннокентий – это особое явление в мировой истории, в церковной истории и в истории, в жизни якутского народа. Поэтому вот когда у нас есть возможность устроить такой мостик, соединить центр с периферией, Москву, да, и Якутию, Москву и Сибирь, и показать, что мы являемся целостным организмом, духовным, единым организмом, конечно же, когда проводятся такого класса и рода мероприятия, то грех отказываться и не приезжать, потому что вспомните, что мы единое государство, единый народ, целостный, мощный, а имя святителя Иннокентия позволяет это сделать, то, конечно же, не откликнуться, не приехать, не пообщаться с людьми здесь, в Якутии, это было бы, наверное, преступлением с моей стороны, духовным преступлением. Поэтому я очень рада, что владыка пригласил, и я с удовольствием откликнулась и приехала сюда на конференцию.